Как реагирует Банк России? Банк России реагирует как японский хирург из анекдота. Мы режем так, так. Ой, не так, не так, не так. Банк России полностью отменяет валютное регулирование вообще. Банк России отменяет валютный коридор, отменяет все правила, отменяет все ориентиры и говорит: ну вот если мне вот это вот колебание курсов покажется чрезмерным, я осуществлю валютную интервенцию. Или рублевую. А если оно мне не покажется, то я и не осуществлю. Вот что ему примстится, от этого он и будет зависеть. То есть мы вернулись в ситуацию 90-х годов, когда никаких внятных правил не существовало в принципе. Либералы — это люди, которые вышли из 90-х годов, им там было хорошо. Они хотят всю страну запихнуть обратно в 90-е годы. И сейчас они торжествуют победу, потому что в области валютных курсов, валютного регулирования им это уже удалось. Молодцы. Что это значит для нас? Для нас это значит две вещи. Первое. Рубль будет колебаться очень сильно. Он будет метаться, как луч в осциллографе. Во-первых, потому что Банк России ушел с рынка. Во-вторых, это потому что это является официальной целью политики Банка России. Стихии, конечно, никакой быть не может. Даже в природе, в общем-то, если глубоко задуматься, стихии не бывает. А уж в сфере экономики и финансов стихии тем более нету и быть не может. Безусловно, что этими процессами управляют некие субъекты, которые находятся за пределами Российской Федерации. Соответственно, Банк России в конце того года сделал серию заявлений, начал подготовку к тому, чтобы уйти полностью с валютного рынка. Непосредственным результатом этого и стала, собственно говоря, девальвация, которая длилась до середины марта. Когда сейчас люди, чиновники используют санкции как предлог для оправдания своих действий и валят на санкции все как на мертвого, начинают нам рассказывать: знаете, у нас инфляция, потому что санкции. Я говорю: ой, как интересно. Это, вы знаете, а у нас падение уровня жизни, потому что санкции. Говорю: замечательно. У нас падение уровня жизни основной массы населения идет с лета прошлого года. Какие у нас санкции были в августе прошлого года? Напомните. Ой, вы знаете, у нас девальвация, потому что санкции. Ну вот в январе-феврале у нас были самые санкции, судя по всему. И отток капитала, конечно, тоже вызван исключительно санкциями. Да, действительно, у нас в апреле месяце был максимальный в этом году месячный отток капитала, больше 20 миллиардов долларов. Но в апреле санкций еще не было. А второй по величине месячный отток капитала у нас был в январе. Почти 20 миллиардов долларов, 19,5, по-моему, когда никаких санкций не было. Это была реакция на заявление госпожи Набиуллиной, и это было начало паники на рынках. Соответственно, когда случилась первая волна разрушительной девальвации, нужно было отвечать за свои действия, как-то реагировать. Госпожа Набиуллина придумала гениальную схему. Вот валютный коридор имел смысл, потому что валютный коридор четко объяснял границы полномочий Банка России. Что мы считаем устойчивостью рубля, которую нужно отстаивать, а что мы не считаем. Вот есть валютный коридор. В рамках валютного коридора рубль может творить все, что угодно, но все равно это считаем устойчивостью. А вот если он вываливается за пределы валютного коридора, это мы считаем неустойчивостью, и тут уже мы вмешиваемся. Это правильная логика, потому что она количественно и наглядно определяет, объективно определяет границы исполнения Банком России своих полномочий.